Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на вашего мужчину. Давайте посмотрим, что у него к вам поменялось, да, как поменялось его отношение к вам, как он сам из-за вас поменялся, какое влияние вы на него оказали. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Серьезная такая отсыпка вышла. И смотрите, пламя, и лошадь, и бубновая масть. Вы изменили его жизнь, вы его самого изменили. На вопрос, что поменялось, да все поменялось. Здесь как будто бы разница между небом и землей. Диаметрально противоположно все стало и выровнялось. Вы знаете, у мужчины такая вот судьба странная была от рождения. У него это как-то на руках показано, линии. Вспоминайте, шелушились ли у него руки. Мне вот идет, что благодаря вам у него линии на руках поменялись, да? Вообще судьба из-за вас поменялась у него. Линии, менялись линии, как, линия — это карта судьбы, да, линии на руках — это карта судьбы, линия жизни, ума, сердца. Кто хиромантией занимается, либо слышал, те понимают, о чем речь идет. И вот благодаря вам настолько все для него поменялось, настолько сильно все в его жизни поменялось, что у него даже линии на руках другими стали. Вот именно линии судьбы другими стали. У того мужчины судьба вообще какая-то трагичная должна была быть. Короткая жизнь, еще и трагичная судьба. А благодаря тому, что вы его пожалели, да, не спорьте, я вижу, что вы его пожалели. Кто-то прям и начал с ним отношения, потому что вам его стало жаль. Вы стали ему помогать. И не заметили, как в него влюбились. Вы его пожалели, вы за него молились своей любовью, вы изменили его будущее. От какой-то большой трагедии благодаря вам он ушел. Но это, конечно, сейчас я карты лучше возьму. Вообще мне идет, что он не должен был дожить до своего возраста, сегодняшнего возраста. Но благодаря тому, что вы его полюбили, благодаря этому, да, у него и судьба поменялась. Какая-то трагедия стороной обошла. Приблизиться не смогла, да, потому что сила вашей любви, вот кого вы любите, вы этих людей защищаете. Счастье тому, кого вы полюбите, и горе тому, кто вас обидит. Вот так и знаете, есть у вас такая сила. И эта сила, в дате, я так понимаю, вашего рождения зашифрована. Либо вы родились под какой-то особенной звездой, что-то вот происходило такое. Либо род у вас какой-то прям непростой. Так, да, из-за вас беда ушла. Из-за вас. Благодаря вам, благодаря тому, что вы любить умеете. Вы как будто бы ему новую жизнь подарили. Его вот змея должна была скушать, а он, видите, как птичка летает. Все выше и выше взлетает. Что-то есть. Его кто-то предупреждал. Либо кого-то из его родителей предупреждали. Там маму, отца, бабушку могли предупреждать. Что-то есть такое. Что у них в семье какая-то есть такая программа родовая. Что, например, там в молодом возрасте уходят там, от болезни, либо от чего-то другого. Но благодаря вам этот мужчина живет, и у него судьба поменялась. Это все благодаря вам. Вы его счастливая звезда. Вот как ни крути. Можете смело ему об этом сказать. Хотя я думаю, что он уже и сам об этом прекрасно знает. Что вы его счастливая звезда. У него очень сильно поменялся характер и мировосприятие благодаря вам.
По характеру он был такой, знаете, немножко какой-то не от мира сего, перекати поле, ни к чему не привязан. Такой, знаете, цветочек, который двигался за солнцем. Как эти подсолнухи, да, они же двигаются за солнцем. Вот и он. Где хорошо, там он и был. Где плохо, там он не был. Проблема, ухожу. Что-то хорошее, остаюсь. Да, вот как-то несерьезно жил. Очень несерьезно. Про будущее вообще не думал, никаких планов не строил. Думал про удовольствие, думал про как мирское, да, не думал о душе. Благодаря вам очень сильно все у него поменялось. Стал задумываться, стал интересоваться, стал строить планы, стало интересно, да, что там в будущем будет, а кем я стану в будущем, от чего я смогу добиться, да, что мне нужно сделать, чтобы стать там более успешным, более состоятельным, там, квартиру купить, дом построить, машину, там, детей родить, да, какие-то такие вот мысли появились и желания. То ли вы его вдохновили, да, вы с ним на эту тему общались, то ли, опять же, любовь к вам его подтолкнула к тому, чтобы думать о будущем, чтобы планировать будущее. В общем, идет какая-то дурная компания, в которой он просто вот как в болоте погряз, а вы его из этой дурной компании вытащили. И вот эти люди в этой дурной компании, они против вас как-то очень настроены. И они очень часто этому мужчине про вас говорили гадости, а он сначала слушал и молчал, а потом он начал отбиваться и начал с ними ругаться, потому что они про вас гадости говорят, и стал от них отдаляться. Вот, знаете, глаза открылись, да, с кем я связался, как это, что это за друзья такие, которые меня против любимой настраивают, да. А вы, женщина, кстати, во всех смыслах очень положительная. И даже если сами про себя так не думаете, вы ошибаетесь. Вы очень положительный человек, у вас очень высокий интеллект, большая душа, огромное сердце. И вы по-настоящему любить умеете. Я вот думаю, может быть, он таким был, потому что его никто особо и не любил, да, вот, не заботился о нем. А вы вот единственная, кто полюбил и стал заботиться. Да, возможно, и так отыграется. Но у кого-то точно так отыграется. То есть он в своей же семье был как будто бы изгой, как будто бы чужой. Может быть. Да, у кого-то точно есть. А у кого-то, у мальчика просто не было семьи. Там жил у бабушек, у дедушек. Может, вообще воспитывался в этих госучреждениях. Ну вот как-то мне идет, сам себе был предоставлен, да. Поэтому у него не было привязки к земле, к дому, да, не было мечты. Не было привязки, да, к тому, чтобы создавать семью, там, жениться и прочее, прочее. Дурные привычки вижу у мужчины. Вернее, даже не сами привычки, а наклонности к этим привычкам. Он мог употреблять, а мог и не употреблять. Может быть, употреблял время от времени. И это не только про алкоголь, если честно. У него есть такая программа, что как саморазрушение, да, называется, самоликвидация. И, скорее всего, в его семье люди от этого как раз-таки и могли погибать, ну, либо в какие-то большие неприятности попадать. А вы не такая, вы не употребляете, вы, наоборот, там, за спорт, за здоровый образ жизни, за ЖОС. И он сначала смеялся, скорее всего, с вас, а потом проникся вашими идеями и сам стал пытаться, да, уходить от негатива. Буквально вы ему своим примером как другой мир открыли. Мир, который ему казался каким-то странным, придуманным, ненастоящим. Вот. А благодаря вам, да, и привычки даже могли поменяться. Почему-то здесь речь про какую-то еду идет. Еда. Может, вы его действительно на диету посадили. Либо его, отродясь, никто не кормил там вкусной, с любовью приготовленной едой. Да, вот когда с любовью для любимого человека готовишь, оно ведь и по вкусу совсем другое. Да? Возможно, да, вы ему именно едой показали, что жизнь может быть и другой. Когда вы только лишь познакомились, этот мужчина запал на вашу внешность. Вот как вы выглядите, лицо, фигура, да? Никак не думал ни про сердце, ни про душу. Ему казалось, о, красивая девочка, погуляю. Но чем дольше вы были вместе,
тем сильнее он в вас влюблялся. Вы всегда такая разная, вы всегда так по-разному раскрывались, у вас такие глубокие мысли, вы умеете донести свою мысль. Вот что интересно, да, некоторые люди могут глубоко думать, но не умеют выражать, а вы и то умеете. И он всегда поражался, он думал, как девушка красивая, и может быть еще и такой умной, да. Многие вещи, которые вы с ним обсуждали, он там сидел, головой кивал, на самом деле для него это было впервые, да, впервые какие-то темы в его жизни были затронуты, о существовании которых он даже, наверное, не то чтобы не думал, даже не догадывался, да, ему в принципе это было неважно, неинтересно. А вы прям рассказывали, вы подавали информацию, как разжевывали, да, из ложечки кормили. Благодаря вам у него тоже подрос интеллект. Благодаря вам у него расширился кругозор. Благодаря вам он начал интересоваться тем, чем раньше никогда отродясь не интересовался. Можно сказать, что вы не просто любимая женщина, вы еще и его наставник, учитель, проводник. Вот, проводник в этой жизни. Проводник, без которого он бы вот запутался и где-то бы в дороге потерялся, да, в какой-то бы топе сгинул. Нет, но благодаря вам он идет и все выше и выше поднимается. Вот эта вот компания его дурная, вот эти друзья его уже ему не настолько интересны, а вернее он в них уже разочаровывается, он думает, господи, какие они все мрачные, какие они все отсталые, как я мог с ними время проводить. Это же не люди, а просто вот как биомусор какой-то, да, даже такие мысли у него. Любовь к вам этого мужчину заставила повзрослеть, вот стать взрослее, стремиться к тому, чтобы повзрослеть, чтобы выйти из этого какого-то бесконечного состояния кубертата. Все благодаря вам. И вы его светлый ангел, тут по-другому и не скажешь. И он это понимает. Он это понимает. Знаете, как... Ну, это грубо, конечно, прозвучит. Но вот смотрите, с его стороны показано, что вы курочка, которая несет огромные золотые яйца. Видите, вот она курочка, вот оно огромное золотое яйцо. Это не в плохом смысле слова. Это не значит, что он вами пользуется. Это значит, что вы именно тот человек, который приносит ему удачу, который его учит и меняет его жизнь к лучшему. То есть, возможно, до вас у него кто-то был другой, с кем у них там блуд был, грубо говоря. И он так себе и представлял отношения, что кроме этого в отношениях ничего другого быть не может. Благодаря вам, да, вот все резко поменялось. Он и про любовь все понял и почувствовал ее, и про то, что ему не только захотелось с вами интимных отношений, но и сердечных, ментальной, да, близости захотелось. Вот так вот, мои хорошие. Почему-то не идет, что он стал еще что-то читать благодаря вам. Может быть, вы о чем-то с ним разговариваете, говорите какие-то слова, употребляете, да, в своей речи. Может быть, какие-то темы затрагиваете, в которых он вообще не разбирается. И вот благодаря вам он начинает вот изучать, что значит это слово, что это за тема такая, о чем это, да. Может, он не книги читает, например, там, не знаю, в интернете ищет информацию, либо у каких-то чатов спрашивает. Вот как-то так мне все. Да, очень сильно жизнь поменялась. И знаете, дальше будет больше. Дальше будет больше. Вот если вы вместе останетесь, то вы этого мужчину просто вот на вершину поднимете. Благодаря вам займет прям свое место, причем место очень крутое, теплое. Место, которое его, как прославит, наверное, да, станет таким прям серьезным, маститым, знаковым человеком, авторитетным человеком. Он об этом не думает, и вы об этом не думаете, но все к этому идет. Все к этому идет. Тут просто перед ним такая лестница очень крутая, страшная, но вера в вас, любовь к вам поможет ему взобраться по этой лестнице на самый верх. И занять это прекрасное место. Мне идет, что те, кого вы любите, вы им удачу приносите. Вот идет мне и все. Не могу я избавиться от этой информации. Вот кого вы любите, да? Неважно, любовь платоническая, либо любовь между мужчиной и женщиной. Кого вы любите, тем удача в жизни идет.
всем хорошо становится. Ну, есть у вас такая сила. Вот как ни крути, у кого-то точно родовая сила, а у кого-то своя собственная сила. Да? Вот такой вот человек. Эта информация, она закрыта, либо вам как не совсем доступна, но это факт. Кого вы любите, тем вы удачу несете. За кого вы молитесь, на тех защита, на тех благодать спускается. Почаще молитесь за своих близких. Не обязательно там читать какие-то специальные молитвы, либо суры. Просто можно своими словами, да, обратиться к Богу, к Создателю и попросить для того, кого вы любите, защиты, покровительства, избавить от лихих людей, от темной силы, от бед, от напастей, от злых мыслей, да, от неправильных мыслей. Просто своими словами. К вам это придет. Оно есть у вас. А вот те, кто вас обижают, ну, они дорого платят за то, что вас обидели. Тут наказание как и сразу может прийти, так и, например, там через время. Но расплата точно есть для тех, кто вас обидел. Ой, мои хорошие, я даже не знаю, что еще тут добавить. Такая энергетика идет. Сильная. Но вот одно то, что вы мужчине жизнь продлили, судьбу поменяли, это уже, понимаете, он по гроб жизни с вами не расплатится. Конечно, он об этом догадывается, но не факт, что он об этом напрямую знает. То есть он понимает, что вы на него влияете, и под вашим влиянием он становится другим человеком. Ну, как расцветает, да? Но он, скорее всего, не знал, да, что у него короткая судьба, короткая жизнь и трагическая развязка. Вот этого он не знал. А даже если и знал, то он, наверное, в это не особо верил. А вот благодаря вам у него все меняется, и меняется в лучшую сторону. Опять же, сейчас все в его руках. Если он сможет вас удержать около себя, да, любить вас, не обижать вас, то он великим человеком станет, большим человеком станет. Если не сможет, ну, наверное, откат пойдет. И откат очень мощный. Да. Но сейчас он вас защищает. Да? Вот если кто-то пытается там против вас что-то сказать, он прям, знаете, как ежик такой, как дикобраз даже с огромными иголками, да, иголками стреляет. Вот при нем про вас ничего нельзя плохого говорить. Даже не просто плохого, а какого-то, знаете, нехорошего, да. То есть нельзя вас там в чем-то обвинять, подозревать, либо сомневаться в вас нельзя, потому что он сразу же начинает нападать на этого человека. И неважно, кто говорит плохое про вас, ему все равно. Он никому не разрешает плохое говорить, он себе даже каких-то плохих мыслей по поводу вас не разрешает. Но это хороший знак, прям очень хороший. Если раньше ему было все равно, да, кто что там говорит, думает, сам мог тоже много гадостей говорить, то теперь вот вас он самоотверженно защищает. Там даже в картах медведь переворачивался. Это факт. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.